Гроза игорного бизнеса Бахыт Четыгенов каждый день совершает обход злачных заведений. Казино, однорукие бандиты. Депутат лично контролирует исполнение закона, который сам же инициировал. Эти где-то 9-го только закрылись. 9 дней игнорировали закон. Депутат не играет в азартные игры и другим не даст. Очистить страну от грешных денег считает своей миссией. Из-за того, что в бюджет наш поступают деньги, нажитые таким вот грешным путем, мы не можем никак поднять экономику. Эти деньги ведь уже прокляты семьями пострадавших. На чужом несчастье счастья не построишь. Да и эти 500 миллионов для нашей экономики никакой роли не играют. Только вред один. Этот кризисный центр первым отозвался на просьбы общественности избавить их от азартных заведений. К ним обращались пострадавшие. Люди теряли квартиры, деньги, семью. Эта женщина вот уже год живет на грани нервного срыва. Сын проиграл в казино все нажитое за долгие годы добро и влез в долги. Я даже не заметила, когда все это началось. Один раз пошел в казино, и все, понеслось. Там все условия, чтобы одурманить человека. Водка бесплатная, часов нет, не поймешь. Утро, ночь. Проигрывающим тут же подходят люди, готовые одолжить деньги под залог. Подобные этой истории множились. Но митингуя у ворот парламента, НПОшники все же докричались до депутатов. Сказали, что мы нарушаем права людей, которые играют. Ну тогда, пожалуйста, наркотики открыто надо продавать. Еще много можно открыто. Просто встать и девочкам секс-индустрию развить. И это красные фонари надо развесить. Законодатели постановили: нет казино, нет проблем. Игра закончена. Сейчас многие говорят, играющий человек, мол, все равно продолжит играть, хоть подпольно. Зря только шум поднимаете. Но самое главное, конвейер-то останавливается. Значит, новые люди не будут попадаться на этот крючок и не будут их семьи страдать. Наши вот министры, да, которые сидят, решают судьбу 15 тысяч человек. Да? Вот там какая-то кучка наших депутатов сидят и делают поспешные выводы. У здания парламента снова митинг. Теперь докричаться до депутатов пытаются бывшие работники казино. На их майках надпись «Я безработный с 1 января». Так как мы остались после Нового года на улице, мы просим, чтобы нам дали работу. Нас вышвырнули как собак. Собаку зимой хозяин не выкидывает, а мы сейчас остались. Наши дети тоже хотят кушать. Если 3200 служащим дали дотацию, компенсацию, нам ничего не выплачивают. Во время того, как клиент придет, ему размешивают карты. Прямо все делается на его глазах. Я как бы выросла не в особо такой классной, богатой семье. У меня простая семья, у меня тем более отца нету, у меня только мама. Судьба Эмины удивительно показательна. Ее родители развелись, когда она была маленькой, из-за страсти отца к азартным играм. Тем не менее, она выбрала профессию дилера. Я – это не отец, как бы, да, два разных человека. Каждый дилер, да, это потенциальный игрок. На самом деле мы знаем правила, мы знаем, как все это делается. Да. Мы можем спокойно уехать, там, занять денег у кого-нибудь, в конце концов, уехать и пойти играть, да, и... Ну что нам мешает, да? Мы молодые, тем более нам терять нечего. Мы же этого не делаем, потому что есть самосознание. Девушка уверена, запрет казино и игровых автоматов не решит проблему, но увеличит число безработных иммигрантов. Она и сама, потеряв постоянный заработок, прервала учебу и хочет уехать за границу. У кого-то нет денег на проезд, у кого-то нет денег на обед. Это в основном студенты туда относятся. А плюс еще надо одеваться, а плюс еще надо доплачивать свой контракт. И вот тогда вот, ты задумываешься, я, допустим, задумываюсь, что моя работа, она все-таки оказывается очень даже ничего. Владельцы игорных заведений сворачивать свой бизнес пока не спешат. Они намерены обыграть правительство на улице и в зале суда. Сегодня любому предпринимателю говорят: дорогой, приходи, вот тебе лицензия, вот тебе гарант. Завтра, дорогой, извини, оказывается, грех. Грех что?
Сейчас можно приравнять алкоголизм, табакокурение, можно даже ГСМ приравнять. Это что, сейчас столько выхлопа идет у нас, сейчас, оказывается, травимся, оказывается, и такое пойдет. Ну, это же глупость, надо же конструктивно, более объективно подходить. Молодежь же в знак протеста запускает в небо китайские фонарики, показывая свое безвыходное положение. Вот так вот ценные молодые кадры покидают Кыргызстан, ищут будущее в зарубежных странах, а не в Кыргызстане. Он не уходит, и он не взлетает. Все так любят Кыргызстан. Фонарик Эмины и ее команды взлетел только со второй попытки. Но они не считают это дурным знаком. Скорее наоборот. Значит, у них есть второй шанс остаться и искать счастье в своей стране.